Добрый день. 2 года назад я написал научную статью «Как душа проникает в эмбрион». Эту работу поддержали много западных ученых. Сегодня здесь я хочу рассказать вкратце, что происходит с душой в период беременности. Древние тибетские ученые считают, что в начале момента беременности душа в центре эмбриона формируется как крестика и не имеет сложного сознания, но имеет очень простое начальное сознание. Поэтому я всегда против аборта, хотя в первом месяце беременности размер плода очень маленький, например, на 4-й неделе беременности плода как будто одно маковое зернышко, но в ней уже формируется начальный орган чувства. Если в этот период произойдет выкидыш, вы даже глазами не увидите ничего особого, так как плода слишком маленькие, но душа чувствует. Здесь есть такой нюанс. Древние тибетцы пишут, что начало душа как крестика, и каналы жизни также в центре эмбриона формируются как крестика. Вы знаете, что форма хромосом X-образная, почти так же, как крестика. Из хромосом получается генетический код. Это и есть начало человека. Вот, как мы видим, древняя тибетская медицина имеет очень глубокое знание во многих областях. В 3-4 месяце беременности размер плода уже как лимон. Душой совершается ощущение, так как развитие функций головного мозга и нервной системы тесно связано с душой. Хорошо, что врачи не делают аборт после 3-го месяца беременности. В 5-м месяце беременности душой совершается ощущение всего тела. На самом деле, до 6-го месяца беременности душа находится как в состоянии опьянения. Это означает нет ясного сознания. И с первого момента, как душа формировалась в центре эмбриона, как крестика, далее отсюда каждый день формируется 200 нервов. За месяц 6000 нервов, за 9 месяцев 54 000 нервов. После родов еще 3 месяца формируются нервы. Итого вокруг человеческой души находится 72 000 нервов. С такой темпом развития нервов в 6-м месяце беременности в душе появляется мудрость. Вот умный человек начинает с 6-го месяца. В 7-м месяце беременности в душе появляется гнев. У каждого человека есть гнев, но если превышает норму, то из-за чего в душе накапливается негативная энергия. В 8-м месяце беременности в душе появляется жадность, самолюбие, эгоизм и так далее. В 9-м месяце беременности в душе появляется страх, дискомфорт, предчувствие плохих событий и так далее. К моменту родов появляется зависть. Вот что происходит с душой в период беременности. Каждый процесс может повлиять на будущего ребенка, поэтому надо беречь себя, особенно во время беременности. Спасибо за внимание.